Торжественное собрание открыл министр обороны Мераб Кишмария. Генерал армии подвел итоги выполнения задач оборонного ведомства за 2019 год, рассказал о планах работ на год грядущий и поздравил весь личный состав с наступающим праздником. В 2019 учебном году проведено множество командно-штабных, мобилизационных и радиотренировок. Их результаты показали уровень подготовки органов управления, штабов, воинских частей и военных комиссариатов на должном уровне. Министерство обороны искренне признателен вам, товарищи, военнослужащие и служащие, за то, что с честью и достоинством несете службу, обеспечиваете обучение личного состава, поддерживаете обороноспособность государства. Пусть наступающий год принесет вам успех в профессиональной деятельности, откроет перед вами новые возможности, станет залогом стабильности и процветания. Сердечно поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с новым 2020 годом. Особые пожелания тем, кто эти праздничные дни несет службу в караулах и во внутреннем наряде, обеспечивая спокойный отдых своих сослуживцев. Наиболее значимым событием в уходящем году стало подписание министрами оборонных ведомств Абхазии и Российской Федерации соглашения о развитии военного и военно-технического сотрудничества и финансировании России модернизации вооруженных сил республики. За уходящий год в вооруженных силах Абхазии совместно с воинским контингентом вооруженных сил Российской Федерации был проведен комплекс мероприятий, в результате чего абхазская армия становится более мобильной и способной быстро реагировать на современные вызовы и угрозы. В этом году Министерством обороны также была поддержана акция «Дорога памяти», приуроченная к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие было инициировано посольством России в Абхазии. В текущем году эффективно продолжалось взаимодействие между Министерством обороны Республики и посольством Российской Федерации. Недавний пример – это совместное проведение акции «Дорога памяти». В ходе нее на территории Абхазии с 5 воинских захоронений была взята щепотка земли, которая отправлена в Москву и будет размещена в парке «Патриот», где сейчас строится главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Это мероприятие мы проводили в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, которое мы будем широко отмечать в 2020 году. За добросовестную службу в рядах абхазской армии указом министра обороны рядовым военнослужащим и офицерам подразделений были вручены грамоты и ведомственные юбилейные медали. Товарищ министр обороны, рядовой кремлян для получения медали прибыл. В завершении торжественного собрания был организован праздничный концерт с участием артистов Дома культуры Гулрыбшского района. Саиджар Салия, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.